Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня вторник, 5 июля. В эфире я, Полина Долинская. И сегодня из нашей передачи вы узнаете. Сегодня в селе Барагонцы в Усть-Алданском районе начнутся 8-е спортивные игры народов Якутии. Как готовятся спортсмены к соревнованиям и о том, как прошла генеральная репетиция торжественного открытия игр, узнаем из материалов наших коллег, которые как раз-таки сейчас работают в Усть-Алданском районе. Как сохранить уникальные исторические памятники? На днях завершилась научная экспедиция Российского географического общества на катамаранах по рекам Вилюй и Лена. Счастье в каждый дом. В эти выходные в Якутске на Комсомольской площади волонтерское движение «Помоги выжить» организовало специальную акцию. Узнаем о ней подробнее. Исах, который запомнится надолго. В селе Чичимах Татинского улуса прошел Исах, посвященный 145-летию основоположника якутской литературы философа Алексея Кулаковского. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутия», задавайте свои вопросы нашим гостям, присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Ну и в начале, по традиции, как всегда, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 19-24 градуса тепла. В заречной группе 20-24, а в южных в это утро в Нерюнгри плюс 20, в Алдане плюс 21. В Вилюйской группе от 17 до 20 градусов тепла, в Нижнеленских 19-21 со знаком плюс. В западных в это утро 15-18 градусов выше 0. В Колымо-Индигирской группе улусов от 16 до 21 градуса тепла, в Янских от 19 до 23. В это утро на северо-западе плюс 2 в Саскалахе, плюс 14 в поселке Стиксе. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают, что погода будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует 33-35 градусов жары. А в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса дан старт 8-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия. Финальная часть игр пройдет с 4 по 10 июля. До этого в течение года спортсмены прошли квалификационные соревнования и чемпионаты республики, по итогам которого были отобраны лучшие спортсмены. Одним из нововведений в спортивных дисциплинах станет новый олимпийский вид спорта, который дебютировал этим летом в Токио – баскетбол 3х3 среди мужчин и женщин. Также добавилась дисциплина многоборье «Готов к труду и обороне». Соревнования, которые пройдут только в финальной части спортивных игр. А сейчас мы хотели бы ознакомить вас с программой спортивных мероприятий, которые запланированы на сегодняшнюю дату – 5 июля. В 9 часов утра на телеканале НВК Саха, а также Мамонт ТВ вы можете смотреть волейбол мужчины. На телеканалах Якутия-24 в 10:30 вы можете увидеть мини-футбол. Будьте с нами, болейте за своих любимых спортсменов, а также поддерживайте свои команды. Также с 9 часов футбол женщины, в 9:00 баскетбол 3х3, в 10 стрельба из лука и в 2 часа бокс. В 20 торжественное открытие спартакиады. С 10 выставки экспозиций, с 12 выставка ярмарка деревни мастеров и в 20 часов вечера торжественное открытие спартакиады. Наша съемочная группа также работает в течение всех этих дней на спортивных играх и делает все для того, чтобы мы как раз-таки могли видеть в прямом эфире. Будут осуществлены трансляции на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Так что, друзья, не пропустите важное спортивное мероприятие для всей нашей республики. В играх вообще принимают участие 1870 спортсменов из 36 команд районов и вузов республики. Самые крупные сборные представят Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский улусы и город Якутск. О том, как встречали спортсменов, в материале Ларины Сукуевой.
Уже сегодня в Усть-Салданском Улусе стартуют 8-е спортивные игры народов Якутии. Участие примут 1870 спортсменов из 36 команд, районов и вузов республики. Самые крупные многочисленные сборные представят Мегино-Кангаласский и Усть-Салданский Улус, а также город Якутск. Олегминчане, чтобы принять участие в соревнованиях, проделали большой путь. Сначала 12 часов плыли из Алекминска на ракете, затем на пароме добрались до Нижнего Бестяха, а далее на автобусе в Барагонцы. В пароме вообще было классно, дорога здесь прекрасная. Да, мы прямо, когда увидели, что там встречают, так обрадовались. Все абсолютно сразу с автобуса выбежали. Было очень приятно прямо. Оладушки вкусные. Да, вкусный кумыс прямо вообще с дороги прямо самое то. В общей сложности гостеприимный Усть-Салдан будет принимать у себя более 2000 участников, включая судей и тренеров. Располагаться все спортсмены будут в 22 точках, и в основном это образовательные учреждения. В том числе и садики, эти школы, интернаты. Рыбнадзор, там должны иметься в каждом пункте проживания, имеются там санитайзеры, салфеточки, умывальники, которые сейчас находятся на улице, да, душевые, туалеты, оборудование должно быть специальное. В душевых обязательно должны иметься обогреватели, чтобы теплая вода была и холодная вода. Сборная команды по волейболу из Амги прибыла в Барагонцы одна из первых. Спортсмены уже успели познакомиться с залом, где пройдут схватки, и прогулялись по селу. А разместились ребята в одном из корпусов Мюринской школы номер 2. Нормально вроде, никто не жалуется. Чуть прохладно тут. Ну хорошо, спится зато. Да, хорошо, спится. Все выспались. Питание для спортсменов организовано на месте проживания. Кто-то будет трапезничать в столовой, для других оснащен специальный шатер-столовая. Операторы питания будут привозить продукты, чтобы повара уже на месте занимались приготовлением и предлагали спортсменам горячую и свежую пищу. Для спортсменов у них отдельное меню. Они могут с утра пить бульоны, например, там кашу с бульонами. В обед уже там побольше еще будет. Уже через несколько часов, немного отдохнув с дороги, участники состязаний начнут борьбу за звание победителя. А как они будут соревноваться за место на пьедестале, покажут главные телеканалы Якутии. НВК Саха, Якутия-24, Мамонт, а также дневники 8-х спортивных игр народов Якутии. Ларина Сукуева, Георгий Григорьев, Барагонцы. Теперь пришло время новостей. Ну что, друзья, будьте в курсе спортивных состязаний в спортивном мире нашей республики. Напоминаем, что финальная часть пройдет с 4 по 10 июля. Трансляция будет оснащаться с помощью телеканалов НВК Саха, а также Якутия-24. Прямо сейчас к нам присоединились наши новостные коллеги, которые расскажут о событиях в республике, в стране и за ее пределами. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Сегодня торжественное открытие 8-х спортивных игр народов Якутии. Прямую трансляцию смотрите на наших телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. А накануне представлен официальный талисман игр. Белый конь – это символ величия и могущества, дружбы и вежливости и стремления к победе. Палитра талисмана выполнена из основных цветов герба Улуса. Медаль с датой 1996 года на груди талисмана и число 2022 на факеле показывают спортивную историю района, а также год проведения игр. На факеле изображена географическая особенность самого большого аласа в мире – Мюрю. Автор талисмана Прокопий Колодезников, народный мастер республики. Количество паромов до 4 увеличили на переправе Кангаласцы-Сотинцы. Связано это с проведением спортивных игр народов Якутии. Сообщается, что на переправе Якутск-Нижний Бестях курсирует 14 паромов. Отслеживать движение можно онлайн, на сайте и в мобильном приложении «Паромы Якутии». Работу паромов контролирует республиканская рабочая группа, в состав которой входит правительство республики, Минтранс, главы районов, ГИБДД и транспортная полиция. Зарыбление озер Верхневилюйского района в этом году продолжено. Работы ведут по программе экоцентра «Алроса» совместно с Чернышевским рыбозаводом.
Последнее зарыбление реки Вилюй проводили 3 года назад. Выпустили 150 тысяч мальков пеледи. Несмотря на долгую дорогу, мальков доставили в отличном состоянии. И спустя некоторое время выпустили в озеро. Зарыбление в Улусе до этого проводили 4 раза, и это дает свои плоды. Рыба прижилась в водоемах, а вновь выпущенные мальки и пеледи через несколько лет приумножатся и порадуют рыбаков свежим уловом. Но мы выпускаем личинок пеледи в возрасте около 5-7 дней. И личинок ряпушка точно так же. Молоть осетра мы выпускаем 1-граммовую. Сига выпустили 0,2 грамма. Вот. И в планах еще выпустить молоть чира с навеской 0,5 грамма. Более 5300 детей родились в Якутии за первое полугодие. Всего 2810 мальчиков и 2565 девочек. Напомним, родившиеся могут получить по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учрежденного главой республики Александром Николаевым в год столетия ЕССР. Так, на 1 июля принято 3609 решений о предоставлении права на целевой капитал «Дети столетия». Из них 369 заявителей распорядились средствами на общую сумму 35 миллионов 400 тысяч рублей. Родители используют средства в основном на улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства. Также 3 семьи решили использовать деньги на развитие подсобного хозяйства. 2 семьи открыли вклады на имя ребенка. Семейный фестиваль в Якутске впервые пройдет 8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности. Фестиваль начнется с парада новобрачных, молодых мам, золотых семей и многих других супружеских пар республики. Парад пройдет по улице Кирова от цирка до Комсомольской площади. А на самой площади в Центральном парке будут ярмарка продаж, тематические мастер-классы, выставки и различные детские конкурсы. Также в 18:00 на Комсомольской площади стартует праздничный концерт с участием артистов якутской эстрады. Во время 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия в селе Барагонцы помимо спортивных мероприятий проводится большое количество культурных мероприятий. Зрители смогут посетить около 100 различных культурно-просветительских и развлекательных мероприятий. Приветствуем вас из села Барагонцы Усть-Алданского района. Именно здесь проходят 8-е спортивные игры народов республики. С сегодняшнего дня начинаем дневник культурной программы игр народов республики Саха-Якутия. 3 июля открылись границы. Гостей и участников игр усть-алданцы встречают на знаковых местах Улуса. Если вы в ближайшие дни собираетесь в Усть-Алдан, то непременно становитесь на границе с Мегино-Кангаласским районом в Альтёвском наследии. На выезде из Сотинского наследия и непосредственно на границе Аласа-Мюрю в Халинском наследии. На границах состоялась церемония благословения спортсменов из разных улусов. Каждый день с раннего утра и до позднего вечера на стадионе идут репетиции торжественных открытия и закрытия игр. Режиссерско-постановочная группа под руководством заслуженным артистом Российской Федерации, директором Государственного цирка Якутии Сергеем Расторгуевым работает в Барагонцах с 20 июня. В этнокультурном центре Дом Олонхо открылась выставка парковых скульптур «Колыбель Олонхо» и презентация 100 чаронов народных мастеров-умельцев Усть-Алданского района. Открытый международный конкурс деревянных скульптур «Колыбель Олонхо» организован по инициативе победителя и призера международных конкурсов ледовых, снежных и парковых скульптур уроженца Усть-Алданского улуса Ивана Румянцева. 4 июля в селе Барагонцы состоялось открытие стадиона Маягатте Бертхара. Здесь с 5 по 9 июля будут состязаться представители из разных улусов Якутии за звание самых ловких, быстрых и сильных. Под аплодисменты собравшихся состоялась торжественная передача символических ключей от стадиона, названного в честь легендарного силача спортивной гордости усть-алданцев, якутского батура Маягатте Бертхара.
Также в этот день состоялось открытие монумента сильнейшему из якутских богатырей Маягатэ Бертхара. Над его созданием работали скульпторы Владислав Бурцев, Владимир Левин и Петр Аляков. В течение недели нас ожидает множество культурных мероприятий. Это разные форматы мероприятий. Это и выставки, и презентации, и концертная программа очень обширная с участием звезд нашей якутской эстрады. Приезжают к нам также звезды федерального масштаба. Концертные программы пройдут на разных площадках. Это будут и в том числе такого фестивального формата мероприятия, которые будут проходить под открытым небом. Также, конечно, большие стадионные мероприятия. Следите за нашими новостями. Ну и хотелось бы напомнить вам, какая спортивная программа ждет в течение всех этих дней наших телезрителей. Сейчас вы можете видеть на своих телеэкранах. 5 июля, то есть сегодня, прямые трансляции ожидаются в 9 часов утра. Волейбол. Сразятся мужчины и по мини-футболу в 10:30. Также вы можете увидеть на телеканалах Якутия-24, НВК Саха, а также Мамонт ТВ. Также сегодня сыграют девушки в волейбол и баскетбол 3 на 3. Напомним, между прочим, это новая спортивная дисциплина, которая добавлена в эту спартакиаду. Позже будет стрельба из лука в 10 часов утра, бокс и торжественное открытие спартакиады, которое вы также можете смотреть в прямой трансляции на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха в 20:00 по местному времени. Выставки и экспозиции, выставки ярмарка деревни мастеров и множество других развлекательных культурных программ также будут транслироваться на нашем телеканале. Также вы можете это все увидеть, и у вас есть потрясающая возможность еще все это посетить, потому что проходить спартакиада будет с 4 по 10 июля в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Наша съемочная бригада работает как раз-таки на этих спортивных мероприятиях и будет все это освещать. К другим событиям в стране, в мире и за пределами. 5 июля 2012 года в Лондоне состоялась торжественная церемония открытия лондонского небоскреба The Shard – «Осколок». Это необычное здание пирамидальной формы, имеет высоту 390 метров и по сей день остается самым высоким зданием в Лондоне. О других датах и событиях в нашей традиционной рубрике. 5 июля – День трудоголиков. По народному календарю, если сегодня жаркая погода, то начало зимы будет суровым и студеным, а если сегодня много комаров, то это к теплу. 5 июля 1439 года подписана Флорентийская уния – акт об объединении православной и католической церквей. 5 июля 1841 года английский проповедник Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Первую в мире групповую турпоездку он сделал безалкогольной. На специальном поезде 570 рабочих проехали по живописному маршруту между двумя английскими городками. 5 июля 1865 года создали секретную службу США. Это подразделение для борьбы с фальшивомонетчиками. 5 июля 1881 года открыли уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов. Под Луксором обнаружили погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями. 5 июля 1946 года – день рождения бикини. Во время показа мод в Париже впервые представили этот новый женский купальник. До этого на пляжах женщины носили только закрытые купальники. Наряд назвали бикини по имени атолла, над которым ранее США провели испытания атомной бомбы. 5 июля 1793 года родился Павел Пестель, русский дворянин, декабрист. 5 июля 1802 года родился Павел Нахимов, русский флотоводец и адмирал. В этот день в 1857 году родилась Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.
5 июля 1901 года на свет появился Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве. В 1911 году 5 июля родился Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции. Именины в этот день празднуют Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна и Федор. Первый сезон летнего отдыха завершился. Более 1000 школьников Алданского района весело и с пользой провели время в лагерях дневного пребывания. Игры, конкурсы, соревнования, экскурсии. Что еще интересного ожидало ребят на пришкольных площадках, узнавала Татьяна Вахнина. Лето – время отдыхать. Одни ребята едут в санатории, другие в гости к бабушке, ну а кто-то остается в городе. Впрочем, интересно, весело и незабываемо провести время можно всюду. С наступлением лета многие ребята продолжили ходить в школы. Здесь их ожидали не оценки и контрольные, а игры, праздники, викторины, экскурсии, походы, посещение библиотеки и театра. Каждый день был не похож на предыдущий. Все школьные, спортивная площадка, площадка дополнительного образования. Мы охватили все площадки. 3 полноценных часовых работы мы представили детям очень хорошего качества, формата. Лагеря дневного пребывания приняли мальчишек и девчонок в первый день лета. В этом году при учреждениях образования района работают 20 площадок. Летний досуг на каждой из них, как всегда, стал особенным. Закончился первый сезон – это летних площадок дневного пребывания детей. У нас их в этом году 19 при образовательных учреждениях, и одна у нас площадка организована на базе коррекционной школы, это с дневным пребыванием детей. Ну и также в разгаре у нас сезон в летнем лагере «Берег дружбы». Сезон первый закончится 11 июля. И в общей сложности более 1200 детей у нас получили эту услугу вот за первый сезон летней оздоровительной кампании. Пришкольные площадки представляют наиболее массовое направление в организации детского отдыха. Наряду с оздоровлением ребята имеют возможность раскрытия творческого потенциала и могут попробовать силы в различных видах деятельности. Также акцент ставится на нравственное развитие и патриотическое воспитание. На летнюю оздоровительную кампанию традиционно у нас выделяются средства из республиканского и из местного бюджета, но подавляющее количество, более 2/3, это средства районного бюджета. Лучший отдых, как известно, это смена деятельности, а лучшие каникулы – это время, проведенное не только с удовольствием, но и с пользой. Ожидается, что наступившим летом организованным отдыхом будет охвачено более 4000 школьников. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Осиротевший лосенок обживается в приюте в Ленинградской области. О лосенке сообщили жители Кингисеппского района, которые в середине июля нашли его на территории садовых участков. Работники зоофермы «Приют Белоснежки» заботятся о своем подопечном и планируют построить для него специальный вольер. В Ленинградской области осиротевший лосенок Яшка с середины июня живет на зооферме «Приют Белоснежки». О лосенке сообщили жители Кингисеппского района, которые в середине июня нашли его на территории садовых участков. Поступило сообщение от граждан, что его забрали, содержат, говорят, напоили каким-то молоком, не знают дальше, что с ним делать, обратились. В общем-то, мы срочно выехали, забрали у граждан этого лосенка и повезли в приют Белоснежки. Лосенок пережил большую травму. Его маму сбила машина, и он остался один. В этой зооферме он проходит адаптацию, ведь такого малыша нельзя отпускать одного на природу. Сейчас все для него представляет опасность, ведь лисенок пока не понимает, как себя вести. Но сотрудники зоофермы делают все возможное, чтобы он пришел в норму. Этот лосенок точно так же, у него своя история. К нам его привезли егеря Кингисеппского района. Его маму сбила машина, она убежала в лес, ее судьба неизвестна, ребенок остался сиротой, они изъяли и принесли к нам на реабилитацию. Сейчас лосенок влился в семью. Работники с любовью относятся к своему подопечному и даже учат принимать пищу и кормят свежим молоком. Лось – социальное животное, и благодаря другим лосям новый гость копирует повадки. Малыш растет по часам и уже почти догнал 2-месячных лосят.
довольно был активным, ну, очевидно, недавно расстался с мамой. В принципе, он не хотел есть, вернее, он не мог есть те смеси, которые мы ему готовили. Но, посмотрев на более старшего товарища, который у нас появился на 3 недели раньше, и проголодавшись, да, а помним, что голод не тетка, он, в общем-то, взял эти питательные смеси, чем нам, в общем, доставил большое удовольствие и снял тяжесть, камень с души. Яшка стал 3-м лосенком в этом году, которого спасли и передали в приют Белоснежки. Пока работники приюта опасаются выпускать лосенка в природную среду, поэтому в планах построить в лесу большой вольер, где лосенок с другими подопечными будут гулять и наслаждаться природой. Двигаемся далее. В русском языке простые и сложные числительные выражаются одним словом. В результате возникает немало трудностей при склонении. В нашей рубрике «Говорим правильно» эксперты рассказывают о сложных числительных и с особенностями их склонения. Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор о склонении числительных. Среди числительных есть так называемые сложные. Почему они называются сложными? Потому что в их составе целых 2 корня. И самое интересное, что при изменении по падежам склоняются оба корня, в отличие, например, от существительных сложных, у которых такого не происходит. И для того, чтобы нам запомнить это склонение, надо помнить, что меняем мы обе части. Например, слово 500. В нем есть 2 корня. Один корень 5, другой корень 100. То есть, например, нет чего? Нет 5. А вот с корнем 100 надо немножко потренироваться. Корень 100 в родительном падеже звучит как сот. То есть нет чего? Нет 500. Обычно затруднение вызывают 2 падежа. Это падеж родительный и падеж творительный. Но любое правило требует тренировки. Если немножко добавить тренировки, самоконтроля и неверное употребление, легко превращается в правильное. Посмотрите, 300, нет чего, 300, к чему, к 300. Или существительное, о котором мы уже с вами говорили, 500. Нет чего, 500, а к чему, к 500. А чем? 500. Или, например, числительное 50, чем 50. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Сказки Шарля Перро – творения, созданные на основе народного творчества. Сказки прежде всего учат добродетели, дружбе и помощи ближнему и надолго остаются в памяти взрослых и детей. Одна из самых любимых книг, волшебная сказка Шарля Перро «Золушка или хрустальная туфелька» отмечает юбилей – 325 лет. Шарль Перро – великий сказочник. Его произведения обожают дети по всему миру. Главная героиня Золушка очень рано осталась без мамы. Отец женился на злой и сварливой высокомерной женщине. Девушка очень страдает от придирок злых сестер и сварливой мачехи. На помощь ей приходит добрая фея, крестная, волшебница, которая превращает тыкву в карету, крыс и мышей в коней и дарит ей хрустальные туфельки и непередаваемой красоты платья. В кроткую, прелестную Золушку влюбляется прекрасный принц. А потерянная хрустальная туфелька помогает обрести ему свою избранницу. Девчонки всего мира, прочитав сказку «Золушка», мечтают быть похожим на нее. Не верите? Спросите у ваших мам и бабушек. По сказкам «Золушка» или «Хрустальная туфелька» были поставлены детские драматические спектакли, сняты художественные и мультипликационные фильмы. А Золушка пишет песни и стихи. Никого не оставит равнодушным опера Россини, а также балет Сергея Прокофьева. Золушку полюбили многие мастера искусства. Итальянский композитор Россини написал лирическую оперу, а Сергей Прокофьев – одноименный балет.
Отечественный фильм «Золушка» призван классикой детского кинематографа. По мотивам французского фильма были выпущены многочисленные игровые и мультипликационные фильмы. А в Брюсселе Золушке установлен памятник. А вы читали сказку «Золушка»? Приходите в детскую библиотеку. Яркие, красочные книжки принесут вас в атмосферу волшебства, доброты и исполнения желаний. Ведь в сказках всегда побеждает добро, хоть зло на проделке хитро. Приходите в библиотеку и читайте сказку «Золушка». В эти выходные в Якутске на Комсомольской площади волонтерское движение «Помоги выжить» организовало акцию «Счастье в каждый дом», где каждый мог забрать полюбившегося питомца к себе домой. Для этого были созданы все условия. На месте проведения можно было подписать все необходимые бумаги. И даже после пристроя животного волонтеры внимательно следят за их дальнейшей судьбой. У каждого животного должен быть дом. Эти хрупкие создания – верные друзья человека. Но часто они оказываются на улице. За каждым из них стоит особая история. Кто-то оказался здесь после того, как на него облили краску, а кого-то нашли неравнодушные жители в подъезде. Но мир не без добрых людей. Так они попадают к волонтерам, которые спасают попавших в беду животных. Потому что они приходят в руки к нам в основном после предательства людей, больные, иногда покалеченные, и поэтому вот наши девочки, они занимаются еще восстановлением здоровья этих животных. В эти выходные в Якутске на Комсомольской площади волонтерское движение «Помоги выжить» организовало акцию «Счастье в каждый дом», где каждый мог забрать полюбившегося питомца к себе домой. Для этого были созданы все условия. На месте проведения можно было подписать все необходимые бумаги. И даже после пристройства животного волонтеры внимательно следят за их дальнейшей судьбой. Первые месяцы мы обязательно отслеживаем судьбу. Если мы отдаем маленьких котят или маленьких щенят, то обязательно через несколько месяцев мы созваниваемся и записываем животное на стерилизацию либо на кастрацию. Это у нас обязательный пункт. Кошка Катя ждала этого дня 2 года. Ее нашли в подъезде одного из домов города. Сегодня Кате повезло, и она обрела свой дом. Я давно хотела приобрести себе, взять к себе домой кошку. И как раз-таки на днях я натолкнулась на новость о том, что сегодня будет проходить вот эта вот акция «Помоги выжить». И я подумала, супер, надо будет прийти. Я вот пришла, посмотрела, мне понравилась вот эта вот кошечка, и мы уже заключили договор. В этот день случились несколько счастливых историй. Котята и щенята наконец-то обрели свое долгожданное счастье – дом, а главное – любящую семью. Дарья Анкехва, Галатея Игнатьева, Майя Гоголева, Якутск. А в Доме кино в Москве закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности создателей кинолент, тех, что украшали весь год киноэкраны, включая и якутские фильмы. Особое спасибо прозвучало и в адрес зрителей, а их собралось немало. С торжественного закрытия киносезона моя коллега Айсена Бурмашова. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов. Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021-м сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый.
Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. На днях завершилась научная экспедиция Российского географического общества на катамаране по Вилюю и Лени. Экспедиция была посвящена столетию якутской автономии и вхождению 390-летию Якутии в состав России. О том, в каком состоянии находятся исторические памятники, какие уникальные объекты были обнаружены во время экспедиции, об этом мы поговорим с нашей гостьей. Екатерина Строгова, кандидат исторических наук, археолог. Екатерина Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот о главной цели вашей экспедиции и по каким местам как раз-таки пролегал тот самый маршрут. Главная цель нашей экспедиции – это мониторинг объектов культурного наследия по течению реки Вилюй. Наша экспедиция, она является частью большого всероссийского проекта «От Московского царства к Великой Российской державе», цель которого – привлечение внимания к водным путям, с помощью которых, собственно, и росла территория нашей страны. Вилюй сыграл тоже свою значительную роль в этом деле. Впервые в 1630 году русские люди появились на Вилюе, основали там первое поселение, и с тех пор эти земли вошли в состав российского государства. А вот тот самый мониторинг объектов культурного наследия – это главная цель была работы? Да, это была главная цель нашей работы, поскольку, конечно, все объекты культурного наследия любого времени, любого вида, они нуждаются в охране, нуждаются в защите, и Департамент охраны культурного наследия, он должен иметь актуальную, на каждый момент актуальную информацию о состоянии, о местоположении этих памятников, и поэтому вот такие вот мониторинги, они имеют большое значение. Мы осмотрели 34 объекта регионального значения. Это в основном памятники истории, это стелы, мемориалы, памятники замечательным людям в Сунтарском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Вилюйском улусах республики. Вот, и осмотрели 4 из 6 федеральных объектов – это памятники археологии. Надо сказать, что жители Вилюйских районов, они очень трепетно относятся к памяти о своем прошлом, памяти о своих земляках, и поэтому основная масса памятников, она находится в хорошем состоянии. То есть, в принципе, экспедиция удалась, и мониторинг тоже прошел более успешно. Вполне, да. Угу. А вот какие неразгаданные тайны как раз-таки хранят в себе и река Вилюй, и река Лена? Ну, насчет неразгаданных, конечно, всем, конечно, хочется что-нибудь. Ну, во-первых, мы сами очень удивились, мы нашли в одном месте недалеко от села Кокуну такое удивительное место, где, вот надо было, наверное, мне с собой принести, где весь берег был усыпан такими идеально круглыми металлическими шариками, то есть шариками из железной руды и самородного железа, абсолютно круглыми. И это не дело рук человека, это природное явление, которое, вот сколько мы потом проехали, удивляло вообще всех, когда у нас на борту вот видели эти шарики. Это, конечно, особенно радовались дети.
А сколько вообще участников была экспедиция? У вас был всего один катамаран? Да, у нас был всего один катамаран, но, тем не менее, у нас состав участников экспедиции менялся. От старта до города Верхневилюйска мы шли впятером. Это наш замечательный капитан Нюргун Павлов, это наш оператор Владислав Григорьев, который снимал все, что мы видели и все, что мы делали, и будет готовить фильм по итогам этой экспедиции. У нас было два очень хороших помощника. Это Валерий Стемпель из Мирного и Константин Гришин из Ивановской области. Вот такой человек заинтересовался, тоже приехал специально для того, чтобы поучаствовать в этой экспедиции. Ну и я, руководитель этой экспедиции, нас очень хорошо встречало местное население, оказывали всевозможную помощь, какую мы просили. Вот, и главы администрации, и простые люди. Мы очень благодарны жителям Вилюйских районов за такое чуткое, внимательное отношение. Кроме мониторинга вот этих исторических памятников, в чем еще ценность данной экспедиции? И планируете ли вы в дальнейшем повторить подобный опыт? Но ценность еще и в том, что мы увидели и в своем фильме мы покажем, и, наверное, каждый из нас создаст или свой блог, или что-то такое. Мы увидели очень много интересного на территории районов Вилюйской группы, таких мест, таких вещей, которые достойны того, чтобы их посещали туристы. Например, в селе Эльгяи там совершенно замечательный музей природы. Думаю, что не только за пределами, но и на территории нашей республики мало кто знает об этом музее. Но музей совершенно потрясающий, акцент в котором сделан в основном на изучение птиц Якутии. И не только Якутии. Там представлена вообще вот фауна, мировая фауна. Это настолько интересно, это так здорово. Вот, прекрасный, потрясающий просто музей в городе Нюрба, краеведческий, который, мне так вот показалось, просто идеально сочетает традиционную подачу материала с современными технологиями и с какими-то игровыми элементами, которые интересны не только детям, но и взрослым. И, конечно, вот если кто-то едет по Вилюйским районам, то, по крайней мере, эти два музея их точно стоит посетить. Не говоря уже о Вилюйском краеведческом музее, очень богатом и интересном. Да и сам город Вилюйск – это, собственно, такой музей под открытым небом. А вообще в каком состоянии как раз-таки находятся те исторические памятники, которые вы как раз-таки посмотрели по пути своего маршрута? Ну, надо сказать, в очень разном. И в основном, конечно, поскольку это объекты все-таки старые, да, некоторым из них уже больше 50 лет, многие стелы и мемориальные комплексы, они сделаны из бетона, который такого длительного существования в наших особенно погодных условиях не выдерживают. И поэтому многие памятники, они нуждаются, конечно, уже в реставрации, в поддержании. Вот, некоторые памятники, да, действительно были заброшены, там, скажем, памятники, посвященные гражданской войне, памятники, посвященные, там, скажем, каким-то событиям советского времени. Да, не все, в общем-то, считают, что это актуально в нашей, хотя на самом деле история, она и есть история. И мы такие, какие мы есть, потому что все это с нами произошло когда-то. А было ли замечено перенос тех самых памятников? Да, есть такие моменты. С чем это связано? В основном это связано с благоустройством территорий населенных пунктов. Некоторые памятники, в основном это бюсты или памятники местным знаменитым деятелям, которые переносились, скажем, с улиц на территорию, допустим, школ или еще каких-то учреждений. Связано, допустим, вот в Вилюйске, например, бюст Ржакова был перенесен на территорию школы в связи с тем, что в сквере, посвященном Степану Ржакову, поставили новый памятник, то есть вот, который теперь нужно будет фиксировать заново.
Планируете ли вы повторить подобный опыт и какие маршруты уже рассматриваете? Ну, это всегда, на самом деле, очень интересно. Безумно интересно ходить по Лене. Можно сказать, я этот маршрут проделала 2 раза. 1 раз на Кочах, может быть, кто-то вспомнит. В 2012 году был у нас такой поход, Кочи Дежнева назывался, под парусами. Это было замечательно. Мы обследовали поселения по Иркутско-Якутскому тракту. 2-й раз этот же путь мы уже проделали по сухому пути во главе с Анатолием Анатольевичем Добрянцевым. У нас была экспедиция в 2017 году. Вот такой получился мониторинг, да, через 5 лет одни и те же места, но, увы, впечатления были нерадостные. А кроме археологов и историков, кого еще могут заинтересовать вот такие вот походы? В первую очередь, конечно, биологов различных направлений, потому что и рыба, и птица, и зверье, и, конечно, наблюдение за разнообразием флоры. Это безумно интересно, и я думаю, что если бы у нас в экспедиции, например, присутствовали вот специалисты, там, орнитологи, например, или там ихтиологи, или даже банально ботаники, то, наверное, они для себя тоже смогли бы найти много интересного. Ну, увы, вот так получилось, что... И поделитесь своими личными впечатлениями. Не, ну это всегда замечательно, любое путешествие, это прекрасно. Да, вот я забыла сказать, что мы случайно, нам показали, мы не сами обнаружили, нам показали удивительный такой объект на окраине села Кокуну. Мы там обследовали памятник археологии, но по дороге глава этого поселения, историк по образованию, показал нам удивительный такой стенд. Если бы он сам не раздвинул эти кусты, вот ни за что бы не догадались, потому что буйная растительность загораживает все. Там стоял стенд, говоривший о том, что на этом месте находилась усадьба урядника Данилова, который занимался размножением земледелия на Вилюе в XVIII веке. Вопрос хлебного обеспечения в Якутии стоял очень остро, и поэтому пытались растить хлеб где угодно, даже там, где он в принципе расти не может, например, на Колыме. Вот. Ну и на Вилюе несколько лет пытались вырасти хлеб, увы, попытка была неудачной. Вы как историк и археолог, зацепились ли вы за эту находку? Да, безусловно, нужно будет как-то вот... Ну, во-первых, конечно, хорошо известная история вдруг обросла каким-то объемом, чем-то живым. В глазах сразу так вот нарисовалась какая-то такая картинка живая. Это всегда очень здорово, когда исторические сведения — это не просто буквы на бумаге, а это вот что-то такое живое, настоящее, к чему можно прикоснуться. Видимо, тот человек, председатель сельского совета Кокуну, который поставил этот стенд в начале 80-х годов, он был тоже историк по образованию. Вот, видимо, или ему рассказали, или, может быть, он застал какие-то остатки этой усадьбы. Но сейчас на этом месте, к сожалению, нет ничего, кроме вот этого очень старенького и плохо видного стенда, который, конечно, нужно бы обновить и, может быть, сделать что-то более яркое, более заметное. Большое вам спасибо, Екатерина Алексеевна, за то, что в это утро вы пришли, рассказали нам такую действительно интересную историю своей экспедиции. И мы желаем вам дальнейших успехов, ну и, конечно же, новых экспедиций, новых открытий. И доброе утро. А мы двигаемся далее, и прямо сейчас к нам присоединились наши новостные коллеги. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Правительство России расширит границы Тор-Якутия. Границы территории опережающего развития расширят за счет включения дополнительных земельных участков для запуска нового инвестиционного проекта.
Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. На обновленной территории в этом году построят мусороперегрузочную станцию, где будут сортировать все твердые коммунальные отходы, поступающие из Якутска. Часть из них затем используют для производства альтернативного топлива. Проектная мощность станции составит 150 тысяч тонн отходов в год. Развитие туризма в сфере малого бизнеса. Форум с таким названием провели в Амгинском районе. Приняли участие делегации из 9 улусов и города Якутска. Участники форума на протяжении 3 дней обучались предоставлению услуг и сервису, делились опытом и идеями. Так, в первый день форума прошли мастер-классы по кейтерингу, организации тур-услуг на воде, особенностям приготовления еды на костре. Одним из значимых событий стала презентация проекта туристско-рекреационного кластера «Амга». Туризм сегодня на повестке у правительства республики, у всех районов, поэтому я думаю, что по результатам форума должны родиться новые идеи, должны родиться новые отношения между субъектами МСП и родиться, конечно, новые крупные инвестиционные проекты, которые будут заниматься централизацией туристического потока в районах. Мы достигли своих целей, мы познакомились с туроператорами, представили свое учреждение. Они нам подарили те ключи вот в этом бизнесе, те ключи раскрутки, показали нам, какие шаги сделать для того, чтобы продвигать, например, свой продукт. Новый механизм заготовки молока. Теперь личным подсобным хозяйствам предусмотрено 20 рублей за 1 литр молока. Плюс они получают 35 тысяч за маточное поголовье. Новая господдержка инициирована главой республики. И в ближайшие дни начинается конкурсный отбор заготовительных организаций на возмещение понесенных затрат на закуп сырого молока. На предоставление дополнительной поддержки личным подсобным хозяйствам из бюджета региона выделено 58 миллионов рублей. Отмечу, что всего в этом году планируют заготовить более 60 тысяч тонн молока. План выполнен на 32%. Завершением национального праздника ЭСЭК в селе Чамча Ленского района стали конные скачки. Соревнования собрали большое количество болельщиков и 9 наездников из соседних поселений. На торжественном открытии мероприятия глава района сердечно поздравил гостей и жителей села с проведением долгожданного праздника. Ежегодным организатором скачек на приз главы района является администрация Наслега. Провели 3 заезда на дистанции 1200 метров, после чего определились 3 победителя. Главный приз соревнований – 50 тысяч рублей. И на этом забеге первое место занял лошадь по кличке Замок, хозяин Федоров Николай. А второе место с Батамая конь по кличке Батамай, хозяин Переслухин Леонид. И третье место с Чамчи конь по кличке Тулус и хозяин Федоров Антон. Ребята очень хорошо подготовили лошадей. Скачки пошли на высоком уровне. Пожелал бы я еще, чтобы другие населенные пункты Печенча, Натора, Автонахар на этих соревнованиях участие приняли. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. ЭСЭК, который запомнится надолго. В селе Чечемах Татинского улуса прошел долгожданный праздник ЭСЭК, посвященный 145-летию основоположника якутской литературы, философа, просветителя Алексея Кулаковского. Впервые ЭСЭК провели на берегу реки Амга, где за последние годы соорудили тюхюлге Кулаковского и установили парковые скульптуры по его произведениям, а также был открыт балаган, названный в честь первого произведения якутской литературы «Благословение Байная». На этом ЭСЭКе были приглашены 4 поколения Кулаковских, которые почитают и увековечивают высокое имя своего дедушки. Но нынешний национальный праздник ЭСЭК, наш сельский традиционный ЭСЭК, приурочен к 145-летию нашего соотечественника Алексея Алексеевича Кулаковского, Алексея. Мы провели его на новой местности, которая называется Эксекуляр Тюхюлгете.
Поэтому эта местность будет привлекать не только своей красотой, но и своим историческим значением, потому что сегодня мы поставили бюст Кулаковскому Алексею Алексеевичу. Мы сегодня открыли детский летний лагерь имени Атоса Алексеевича Кулаковского, внука Алексея Алексеевича Кулаковского. Сегодня открыли Балагана, посвященный первому произведению Алексея Алексеевича Кулаковского. Поэтому все это мероприятие сегодня приурочено, все посвящено именно Алексею Алексеевичу Кулаковскому. Все участники, все наши гости очень довольны, потому что местность очень удобная. Тут и рядом и речка, и прекрасные места, горная местность. И тут все сочетается с родной природой. Поэтому это будет дальше привлекать. Я думаю, что туризм будет развиваться в последующие годы. И цель наша сегодня все выполнена. Особо зрелищными были схватки по Хапсагаю на призы братьев, мастеров спорта Николая и Ильи Григорьевых. Братья Григорьевы внесли большой вклад в развитие вольную борьбу в Якутии. Каждый из братьев обладал многими престижными турнирами якутской автономии, многократными чемпионами и призеры всероссийских турниров по вольной борьбе. Их имена знают за пределами республики. Жители села Чучумах гордятся спортивными достижениями Николая и Ильи Григорьевых. Именные сертификаты на охотничьи ружья от детей Николая и Ильи Григорьевых в категории до 75 килограммов получил спортсмен Айсен Семенов из Оленька. А первое место свыше 75 килограммов досталось Платону Савинову из Верхневильюрского района. Вот таким интересным было сегодняшнее утро, друзья. Я надеюсь, вместе с вами вы узнали много интересного и полезного. Будьте всегда с нами, с телеканалами Якутия 24 и НВК Саха. Всего доброго!